Выступая 17 октября в центральной мечети Душанбе, глава Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдул-Кадир Зада опроверг официальную версию нападения на него из хулиганских побуждений и заявил, что нападавший на него молодой человек был, как он выразился, из числа носителей экстремистских идей. Причем муфтий убежден, что покушение на него было организовано из-за рубежа. همین گروه‌های تندرو اصلشون رو ببینید مسلمان نیستن. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنن. از پیش دیدگی نیستن همون آدمایی که اینا رو دعوت کردند و راهنمایی کردند و سفارش دادند اینا انجام دادند یا که مبلغ‌های معینی وعده کردند از پیش دیدگی نیستن اصلا. پس اون اینترنت کی هست نمیدونم. Заявил он. Кроме того, на 30-минутной видеозаписи, опубликованной Исламским центром Таджикистана на сервисе YouTube, на лбу муфтия видна большая рана. Таким образом, Абдул-Кадир Зада полностью опроверг озвученную ранее официальную версию МВД РТ о хулиганстве, якобы никак не связанном с профессиональной деятельностью муфтия. Напомним, нападение было совершено 11 сентября во дворе главной соборной мечети Душанбе после совершения коллективной молитвы. Очевидно, муфтий Абдул-Кадир Зада имеет очень высокий антирейтинг из-за верного служения режиму Рахмона и оправдания любых его действий, включая запрет базовых исламских ценностей. Однако власти не хотят концентрировать внимание на проявлениях ненависти к нему. Потому, по-видимому, и было принято решение скрыть факт покушения на него. Примечательно, что Совет улемов Таджикистана открыл собственный YouTube-канал, на котором муфтий раз в неделю в прямом эфире отвечает на вопросы по религиозным темам от жителей страны. Первый эфир с участием Абдул-Кадир Зада прошел 10 октября. Однако, что интересно, во время эфира Саид Мукаррам отвечал только на вопросы, которые задавались ему посредством телефонных звонков, причем достаточно необычным для прямых эфиров образом. Дело в том, что вопросы мог слышать только сам муфтий, то есть людям не давали возможность говорить в прямом эфире, как это обычно происходит в передачах такого формата. Кроме того, пользователи не могли оставлять свои комментарии и отзывы по поводу эфира, так как эти функции были отключены администраторами канала. Очевидно, администраторы канала понимают, что в ином случае в прямом эфире и в комментарии посыплется шквал обвинений и гневных сообщений в адрес муфтия со стороны таджикских пользователей. یعنی نفرهای با نفوذ و مؤثر و مفید برای عالم اسلام و انسانیت و بشریت یعنی پیشنهاد شدنشون و دو بار در این روی خطی خیلی با نفوذ یعنی ثبت نام شدنشون هم دلالت به یعنی خیرخواهی و خدمت‌های شایسته این پیشوای ملت دلالت می‌کنه.